Следующий у нас населенным пунктом был село Нелкан, который раньше, в давние времена, когда существовал Якутско-Аянский тракт перевалочной базой. Мы находимся возле православного, Нельканского православного храма. Во все времена рядом с исследователями, покорителями новых земель были православные священники. Через Нельканские земли проходили святые отцы, как святой Герман Аляскинский, который организовал на Аляске Новый Валам. Здесь побывал Георгий Винокуров, дед Михаила Зиновича Винокурова, библиофила, который долгие годы работал в библиотеке Конгресса США. Здесь службу проводил святитель Иннокентий Аляскинский, святой Иннокентий Вениаминов. И, конечно, это место очень даже интересное, сакральное, священное. И это церковь, которую начал строить Василий Мальцев, отец православный, он здесь похоронен. Нельканская церковь, по моим преданиям по старикам, построена в 17 году. Первая церковь была построена до 17 года, она сгорела по каким-либо неизвестным обстоятельствам. По новой построили в 17 году. И вот до этого дня стоит эта церковь. Потом эту церковь начали в 90-м году обновлять, ремонтировать. И сейчас 90 годов уже работает церковь у нас. И очень даже приятно, что здесь уже идут службы, люди ходят, крестятся, просят благополучия, блаженства. И, естественно, тот, кто верит в свое будущее, свою надежду, он никогда не потеряет себя. В этом очень даже может помочь православная церковь. Утром мы посетили музей. Это очень хороший музей, богатым материалом. Это Нелькан раньше была как бы перевалочной базой. И, естественно, через него очень многие проезжали. Церковь нужна, часовня церковь нужна была для перечисления не только путешественников, покорителей, и коренное население. Она в первую очередь и была построена для того, чтобы коренное население, да, естественно, конечно, для коренного населения. И церковь тогда была очень сильной в отношении духовного воспитания людей. И этот как раз несколько статей по христианизации тунгусов есть у святителя Иннокентия. И он сам прекрасно владел евангельским языком, написал. Да, он один из первых написал Евангелие на евангельском языке. Вообще он был человек очень большой полиглот, не только и очень большой ученый. И самое главное, был очень человечный человек. К нему всегда можно было в любое время подойти со своими. Он был, был альтруист, он был путешественник, давал ко всему. И альтруист именно своего дела. Что он не требовал ни за что, ни за какую плату, все делал именно от души. Вообще до Аяна, раньше от Амги до Аяна все это принадлежало Амгинской волости. Это были ямщики, они государственные служащие. Да, совершенно другая. Государственный почтовый тракт. И они давали присягу царю батюшке, каждый подписывался, и это были государственные люди.
И так как они государственные люди, они, если там объявлялась война, то венков, якутов на войну не брали. Они были здесь нужны, именно здесь оставались. Эти вот ямщиков брали на службу. Они воевали. В общем-то, нельки в переводе с венкийского называется весенняя ярмарка. Она так и называется, весенняя ярмарка. Поэтому, в общем-то, вот я думаю, что все-таки Нелькан, это вот чисто наш, как бы, вывод, потому что ученые говорят, Нелькан это якобы там расположены на мысу, на возвышенности. А вот именно в переводе с венкийского нельки это весенняя ярмарка. Я думаю, что все-таки все равно само слово «нельки» это ранняя весна. А Нелькан, вот это последнее слово, Кан, это наоборот, вот, как раз показывает, что это прилагательное. Да. И вот тогда тут раньше еще другое слово было, вот к этому Нелькану реки, то есть весеннее стойбище. Якутско-Аянский тракт официально открыт в 1852 году, а заселять начали еще раньше ямщиков или работников этих трактовых станций уже начали заселять 1845-44 годов. Каждый ям тогда должен был все-таки содержать сам себя в отношении хлебопашества, грузчества. Да. И вот сюда перебрали, отправили очень много этих староверов. Скопцов. Скопцы, духоборы, скопцы, вообще староверы были, семейские были, и они были очень большие земледельцы. В 1845 году уже начали получать первый урожай хлеба, картошки. И здесь станций было с Салдана до Нелькана 22. Вот тракт существовал недолго, но этот официально был открыт, как я сказал, в 1852 году, а закрыт был уже ликвидацией или, скажем, продажей Аляски в 1867 году. И вот когда вот Аянский тракт закрыли, да, те, кто вот на Майе жили, вот Кривошеины, Огуречниковы, попросили, чтобы их поселили в самые такие вот места хлеборобные. Ну, некоторых в Приморье отправили, а вот Кривошеины, Огуречниковы, Черкашины обосновались в Амге. Село там называется Новопокровка. А наслег они назвали в честь своего места обитания, в честь вот, реки Майи, Майский наслег. Майский наслег. И они, вот старики, очень даже добрыми словами вспоминали о том, где они жили, как охотились, рыбачили. Вот. Но там у нас в Амге такой рыбалки, такой охоты нет. Банда Попова, она, в общем-то, решила здесь свергнуть советскую власть и убили председателя Улусного ревкома. И в 27 году был прислан специальный кавалерийский полк. Он приплыл в Аян, и вот они долго очень пробирались до Нелькана, да, и здесь вот на берегу реки Майя, здесь в этом сражении погибли Реутов, Владимир Доминикович, это командир был, Иваненков, Николай Иванович Потанин, Алексей Васильевич и Намаконов Павел. Но мы, к сожалению, не знаем имя, отчество дальнейшее. Здесь вот эта могила, здесь вот захоронение. Вот, и в 27 году, получается, здесь закончилась гражданская война. Когда, говорят, в 1922 году закончилась, и на Тихом океане свой закончили поход в Владивостоке. Здесь у нас в селе Нелькан она закончилась в 1927 году.
Он хәтті сиылаға төгірі қостолуң орды бұд. Бұл экспедиция бит сүрін өйді бөліне. Онны маннағы краеветтер кыттыстылар. Беге хақа херен архи бұттан ұрбық кенегеді біздің біліқті әті бит. Онны маннағы бәйлері оғылыр экспедициялақтар бит. Әме бәйлерін өбігедерін үйеті тәрі чинчиелер бит. Ол кейнетін көрдірділер. Бұл Аяна-Майская улус главата Алексей Алексеевич бесінен кәлем бейіні күтті. Үрдәч өрдік кәпсәтті, кейітті, бейді де кәпсәті. Оның бүгін үшіге күн аста дейіқпай. Асы манна Хабаровский край губернаторы кәлер. Ол губернатор манна Ғанна кәлбәті қойы, құрқылыларға Хабаровский край 19 районнаға бит, 300 чеке бөхілектәға бит. Оны хамы тейші тұрар района бұл Аяна-Майская бит, көт бөхілектәға. Оны жүбі бейлерін көхалғаларын көрдігінлер, көхасы манна көрсүйі болар. Аким Константинович Татаринов сенің үргізәген ұлпыт. Экипировканы бейге қайқы бұт чепчеке. Дегідер зоны шоткада бар, оны бейді атқырда оны амышыға дейін үсті тәріпті. Ұтығытыр наға. Аданы бейдіқпін ұтығытын бәлемденер. Оны үйбетші минутенен лекция доклад ағап күрдік, интервью берілді. Не узнала я тебя, да, на прячках. Как дела? В своем магазине а что там у тебя ничего нет? Не продать. В нашей школе обучаются дети с 3 сел. Это село Аим, село Джигда, ну и, соответственно, наш Нилькан. Количество детей на сегодняшний день в нашей школе 139 человек. Ранее в нашей школе, конечно, было более. Но произошла демография, люди уезжают в более выгодные условия. Очень мечтаем побывать в одной из якутских школ, обменяться опытом, посмотреть, как работают наши коллеги. И сегодня, значит, при встрече губернатора есть волнение, потому что вообще у нас это впервые на территории Аяна-Майского района. Конечно, встретить надо достойно, и я рада, что вы приехали поддержать нас, что вас интересует история нашего края, нашего района, что вы не равнодушные люди, и это очень приятно. Самое главное — баян. Здесь мы пробыли достаточно долго. Ночевали 3 суток. Встречались с администрацией, в том числе с губернатором Хабаровского края. И вчера вечером встретились с населением, дали им пояснительную беседу и концерт. Сейчас мы после ночного сна уже после завтрака раннего собираемся ехать дальше на Аян. И вот последние идут приготовления в ожидании Урала-Вахтовки, на котором поедем.
Все? Не, что женщина вот. Не, они пешком до парома. Мать говорит, что мы паромом туда не дают. На стороне еще... Пиво напились. Да. Через каждый Да, час. Митен привет. Команда Тулахана, да. Схал. Наверное, Ja, bu ayammutan halkana David. Bu hasada turamat yolkamtan ayağına bu vakti okumasının balana David. Ayammutan şolu hüddak ustuk hüddak ırkana endiyetler. Rüdür artığın umardan bırak takfut balata. On çastan odduk kudduğayını bu bulu diyeneteller. Fakatın kimlerine Оччучуй дүк тиих битенелер ка хох. Гынан мантас ним бил хҗүсидде дә. Набишик дә антон бу вакытта курутны хҗә. Айны хәзер. Иһентен ким аямытын гит курдук, сиҗит курдук. Александр Петрович Дешковский. Бу манна вакытта ханкы дага. Биден хәр. imkan dent ulaşakallıbit mantıklı diyor düz artırıcı mantıklı kasım bıraktık. Старинная плита Карамзина. Он умер в начале 19 века. Ну, как наши предки, которые селенили в одно и то же время. Такие памятники ставили, когда люди болели, умирали брюшным тифом. И все. И как у них было указание, что ли, где кто болел тифом, плиту делать. Вот это вот еще почему-то заставляли старики делать, и они, да? Все эти плиты в Иркутске заказывали, оттуда привозили. Есть даже плита там по трассе, по зиму. Там вот 1898 что ли, или 97-й. Иркутский завод там. Металлоконструкция. Ну, и там еще вот очень много захоронений по трассе, там как раз и... А сейчас впереди один база, самая натуральная база, там до 100 упряток было, собиралось. Там даже магазинчик был. Вот это вид. Так. Мертвое озеро вот там. Да? Вот с этой стороны. И ханна вараны хевди. Че, где будем садиться? Аянга вараны хевд, аяна пut. Есть сейчас тут белигины ветки. Обедать, наверное, будем. Бу мертвое озеро ден. А что мы едем? Не едем. Биреме керехерге келдибит. Он белигин токтубут. Уже покушать надо. Че? Что, будем есть?
мы сейчас стоим на водоразделе Дюкдюрского хребта. Это вершина этих гор. В общем, по карте видно 1900-2000 метров. А на этом водоразделе, во многих водоразделах, оказывается, есть такие водоемы. Так, вот это называется Мертвое озеро. Отсюда километров 40 еще есть тоже на водоразделе Дюкдюра. Есть большое озеро под названием Байкаленок. Шапира, уважаемые, сколько километров мы приехали вообще? Рассказывайте. Нилькан, Аян, 265-260. А до сюда? До сюда часами я могу сказать. Андрей, сколько? До сюда. Ну, сколько? 10 минут 8 выехали. Нет, это километров до сюда, до Мертвого озера. Да? От Нилькана. Ну, по Беранже 35 мы поднимаемся до сюда, и до Челаси на 120 у нас. Да? 150. А остальные 110 уже до Аяна. Здесь внизу 30 километров 70 и там уже 20 с хвостиком. 28, да. У кого как спидометр показывает. Ну, грубо сотни здесь сейчас. Да. Аяна, да? Да, Аяна. Ну, Вы часа. всегда обедаете, останавливаетесь? Обязательно, обязательно. Здесь как положено, да, отдаем дань дедушке Шукжуру, чтобы нас пропустил и обратно вернулись домой, живы-здоровы. Когда наверх заберемся, Это священное озеро. Да, священное озеро. А раньше тут говорят, это старики караездили, даже золотые червонцы лежали. Да вы что? Да. Это где-то 78-й, 79-й год тут были геологи или топографы, это точно не знаю. Ну, короче, пособирали все. Оба. Вот так вот. Это уже Ворон будут корабли. А еще вот тут вот эту вот сопочку, когда переваливаешь, там еще одно озеро есть. Называется Байкаленок. Байкаленок. Да. Как Байкал. Да. И вот мы в прошлом году ходили туда пешком, вот до сюда доходили, вот а дальше уже шли по руслу речки, там речка идет, и переваливали гору и озеро Байкаленок, там море Хариуса. Алдама. Эбен келе параллельная река ден бу. Ханды көрөг это параллельный болар бе. Кәккелеһе рәхтен бу. Алдам ду, алдан меду, и алдама. Дай-ка снова. Сколько осталось километров? Да, я. 50. Да. Говори. Сейчас. 4 часа. Да, остановись. На просто. Вон. Только загрел. Быстро же он убежал. А я на фотохсы шага была. Ага. Покускай мора. Чугуга билинне бу туман. Туманан рат мора.
Манна тымненерер. Бу аяс Бухая перевала на түгер хылас ете. Кедердік. Аяңға тиемет, балтыра жағынан бей жағынан тиербеп болу батты. Оны тиемет әргебетін хасын тұруруқ бұд, оны қараты балықтық бұд. Осынан Петя оны Алексей аманны болаттар күтін телевизияға таханады. Это уже море, да? Вот рыбачат сидят. Где? Вот сидят. Рыбачат, ну-ка. О, что такое-то? Надо ни одного кадра. Он bir kehile ayan den ekspedisiya bütühük sirbitiger. Ayan behöleger Khabarovsk krayı bu Okoskay mora katılgar. Ol robot körügüdük Okoskay mora. Bu dolgunura boduluya idiliye. Hetar. Bugün hüddaq Ketehila kümmet. Bolla okuduk. Behevgeler bit. Lamı Allah gün Okoskay ayan artıklarından 2 yıl tukarı tahağız taspıttır ömtuğunan kinler artıklarından kelemmet. Kinlerge hügürgen. Kinleri çiğesten, kinleri üyetiten sergi tururdu bud. Bu haka heritten tahasittar bağlılar ete diyen, bu artıklarından hıccıbıttıra diyen öydü billah. Ol sığıl bu sorup bu bugün tuğallah. С давних времен все дорожные или путевые версты считались с почты. Вот и рядом стоит Аянская почта. И поэтому мы попросили вот наше Сергея поставить недалеко от почтового отделения. Как раз нам выбрали очень хороший такой сквер изгородью. Так, вот такие бастығы Сергейбен оңар бұтым бейгі татарына баймақтар ағабыт ағуған сағынан туыларынан кені олар бұт күстік сірігер. Оны Сергейні біратар бұн кет оңар бұтым, атым мен салай бұтым. Бітті ду? Бітілі. В 1900 году с Якутска до города Охотска это протянули телеграфную линию, а в каменистых местностях вот эти столбы поставили так. Сначала урубил этот сруб четырехстенный, высотой где-то около метра. Туда ставили телеграфный столб и заполняли камнями. И мы вот эту традицию тоже будем использовать. Что вам рассказать? Как до такой жизни докатились, как сюда добрались. 850 километров поселка Усмай. Прибыли в Аян на море посмотреть. Сейчас давайте будем мерить. Оклад. Сруб.
Sergen ol doktor maqtanan turar. Özünle tret kaptınigene tutar. Yeterge Alexeyge. Bu buraya bir hikki hılı bir hatı okuyda öpüt. Manna Георгий Демисин иканап Хабаровский край, Хабаровский коракка аға представительстердің түз бас кейті. Бұл Хабаровский край онына аға херен эккардыр олырар қыран ороттар тұғынан кенеге тахар бұты лұқан үптел оңыр бұта. Кені хөбетінен оны бұл кәлен Илдархан бейгіне өйен Семейді болыр үп қатшы көрілілен. Бей бұл ардығар алта, ардығар төт луатканан ұстан. Алты үйшігі бересті күрдіг аяннан. Нелкаңы кәлбіппет. Онтын бәға 11 час ұстад аяннан, Урал боқты опқанан аяннан. Бұл қайылары дабаян. Bu ayağın böyle erkenli. Elbet bu tuğulundan sıcı bıtların, bihi keyler kanamıt, öyde binlik serkene tuğular bıtıgar, bir de bu serke bitigar, bu manna bilin ki niyaha, de etçi diyenin irliğin erdakpı boğuluğun ürdük, niyaha, doyduttan, de ürdük anılar bıttan, de bu manna kirengen, anılar kıralak ki hini attıgar albatak, tuğastak suadalak ki hini suvahır tuğlar batak, kiddak kuardak ki hini telki harkiller batak, kanti himer içine de olakta tavun bollun, de o kennetten de bu. Алексей Алексеевич, пожалуйста, вот берите один совковую лопату, одну. Так. Ütümani sergeni öğretururam cendetem hürdük ayılar büdügar ümtekbid bu Allah'ım oray ayhan 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 micin ayhan micin. Обычно вот, когда вот место каменистое, да, мы делаем основание. Вот серга, это вот означает сакральное самое такое место, вот, которое соединяет три мира: верхний мир, средний мир и нижний мир. И вот это для нас всегда считается очень святым знамением. Серга это означает, что здесь живут люди в добром здравии, что у них всегда есть благополучие, скот, табуну лошадей, хлеба растут. Это очень такой символ. И каждый раз, вот, когда благополучная семья, обычно вот, перед женитьбой старшего сына всегда ставит серге. И вот это означает, что мы делаем очень большое дело, что вот все-таки здесь мы устанавливаем серге уже в память тех людей, которые здесь осваивали этот край и пошли дальше. Вот Америку открыли, и Камчатку открыли. Вот
в их памяти тут и написано, что... Айын экспедиция 9 күн Айын бөхөлігер Хабаровский крайга оқосқы мұрақатылығар бұхерге тұрурамыт, өрекеті тұрабыт. Бұ білеген бүтеммет хасан-хасыдда хақыбы сиргер айын еқпыт. Бұхергені бұ бөхөгі бөгебет аспыт үйелерге татта улуғыттан, чүротчы амма ұлыс майы ұлыстарыттан бұ хақа ереттен тағағас таспыт жонорган атыбыт. Кенлер бұ Хабаровский крайы оңордан Япония Қытайға эрген өйдебілен оқуынан атынан, табанан, болотынан тағағыз таспыттары болар. Оны үгіремі бұл әрге тұрырды. Тылынан көйен әппәккері дойдылары балылар ара, қаялар. Ара әлері көрді бүт, таяғы да көрді бүт. Өліуіне біз әбі очуостарын күрдік, очуостар да балылар. Айылқата луғандық таралы баққа тұран болан жикай айылқа. Отомаға кейіні өқтірі. Манны өксіне бәнкелер олар. Табалары әстен, тылдарын өстірін үтеренер әллері көстір. Бұманна суол естірі суға бет. Бұл үз қонықта ата Бейілдар Хамдигора Афанасий Борисов, онына Хабаровский край губернатора Вячеслав Иванович Шпорт оқоскайга или баттастылар. Бұл әңер. Хабаровский край оны хақайрен иккардығар бұл қаяларға баян артығынан, оқоскай артығынан трасса тұтарға дейін. Екіддік тағында еті ұлыған хайды бұл өте. Онын сылбы сұрып бүттен тұбы хаңы ұяға хаңы трасса тұтулары бұл болады еті-хейді. Онын Елдар Қаммыт Егор Афанасий Борисовқа бұл бейі бір екпітін өйі бүтігер. Оны бейі қаман әрі бұл оған трасса тұтуларыға бейге ұрықы көбігілерді таянларын кәпсән қалшы бұтынан. Онына әлгі тұрғылтын өткен. Ақталын сылағын кыларбын, үйеға сүрәқпен берегін, доғыруым мен